бер өйөр аттарын урлагандар. У жителя Абзелиловского района украли табун лошадей. Әбьялил районы кешеһенең бер өйөр аттарын урлагандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот». В студии Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Мы начали трансляцию на Ютубе и на Фейсбуке. Нас там можно смотреть. Мы работаем в прямом эфире, так что принимайте в нем тоже участие. Пожалуйста, не забывайте подписываться, когда пишете нам смс-ки. Когда пишете нам в Телеграм, мы видим, как вас зовут, а вот смс-ки не видим. У нас сегодня будет в начале обзор прессы, потом фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. А во второй части сразу хочу проанонсировать, у нас будут гости. Это Андрей Бычков, начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ Уфы, и Ильнур Идиатуллин, замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города. Будем говорить о снеге на дорогах, на проезжих частях, то бишь, и в наших дворах. Поэтому вопросы нашим гостям вы можете также присылать по номеру +7 927 304 1051. При этом не забывайте подписываться. Ну и начнем мы читать сегодня сайты. Да? Я начну с Башинформа. Здесь материал по поводу мусорной реформы. 2 региональных оператора из Башкирии по сбору мусора попали в список мутных. Об этом сообщает ОНФ. Я вот, кстати говоря, пока начну читать, хочу, наверное, попросить наших слушателей буквально позвонить и рассказать, даже не рассказать, а проголосовать по поводу вот этих мусорных квитанций. Очень много было жалоб на то, что квитанции переносят не пойми какие, с не пойми какими платежами. Вот вы, у вас нормальные квитанции были или нет? 262 72 47, да, у вас все совпадало. Сколько человек прописано, столько у вас денег за в квитанции и стоит. 262 72 47, 262 72 48, у вас квитанции какие-то кривые, косые, деньги и количество прописанных не совпадают. Голосование. Процесс пошел. Итак, пока мы будем читать прессу, я прошу вас поголосовать. 262 72 47. Номер телефона для тех, у кого квитанции за вывоз и утилизацию мусора совпадают с количеством прописанных в квартире людей. У вас нет проблем, вам все приносят прям четенько, как по часам. Если в Уфе, то 70 рублей с человека, не в Уфе, ну, соответственно, какой там тариф у вас 35. По городу. 262 72 48. У вас в квитанциях не пойми, что творится. Они там двойные, тройные. У вас там один человек прописан, а за 10 приносит. 262 72 48. Вы пока голосуйте, а мы продолжим наш обзор. Итак, региональные операторы по обращению с мусором из Башкирии Дюртюли, Миливодстрой и Экосити, Экосити — это Стерлитамакская, кстати, компания, попали в список из 20 мутных рекоператоров в России. Эти данные были переведены на пресс-конференции агентства ТАСС, на которой Общероссийский народный фронт представил общественный доклад по итогам кампании по контролю за реализацией вот этой мусорной реформы. Анализ торгов по выбору компаний для сбора мусора показал, что у ряда региональных операторов по обращению с отходами 0 сотрудников в штате, а уставной капитал от 10 до 20 тысяч рублей, а также отсутствует прибыль за 2017 год по официальным данным, которые компания предоставляла на участие, собственно, в этих конкурсных процедурах. Фирмы, по словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, были созданы специально под мусорную реформу, многие, да, и далее цитата. Они заключили подряды, но как без опыта нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. По итогам доклада ОНФ также направил в правительство страны
правительства Российской Федерации ряд предложений. В частности, общественники, например, настаивают на том, что нужно закрепить обязанности по обустройству и содержанию вот этих площадок контейнерных за рекоператорами. Таким образом, они считают, что решится проблема с витриной мусорной реформы. За работу с мусором с первой до последней мили будет отвечать, собственно, сам рекоператор. Как вариант, может быть, это для участия в Да. конкурсе создали одно юрлицо, а фактически Ну, работу скорее выполняет всего, другое. да. Тут есть некоторая статистика за месяц на круглосуточную горячую линию ОНФ по поводу как раз вот этих жалоб с мусором. Поступило 4000 звонков. Людей больше всего волнуют две темы. Это плохое состояние контейнерных площадок и это вывоз мусора из сельской местности. Там люди объективно производят меньше отходов, но, собственно, говорят, что надо пересмотреть тариф, потому что дорого. Вы продолжаете голосовать. 262-72-47, номер телефона для тех, у кого все в порядке в квитанциях за вывоз мусора, у кого, собственно, тариф совпадает с количеством прописанных людей, и никаких вопросов не возникает. 262-72-48, номер телефона для тех, у кого проблемы, и в квитанциях непонятно, что стоит. Продолжайте голосовать, а мы дальше читаем прессу. Коммерсант о том, как недостроенный торговый центр на улице Комсомольской в Уфе выставили на торги за 108 миллионов рублей. Многие наверняка уфимцы обращают внимание на здание рядом со строящимся православным храмом, который тоже, да, уже много лет заморожен на Комсомольской. Так вот, объект оказывается площадью около 8 тысяч квадратных метров, степень его готовности всего 30%, и пытались его продать за 120 миллионов, сейчас выставили за 108 миллионов, поскольку, в общем, заявок особо нет. Аукцион проводится в рамках банкротства Там компании. не написано, когда его начали строить? Так, данные по началу застройки, к сожалению, нет, но, насколько я помню, лет 10 как минимум он стоит. Да, конечно, тогда понятно, почему никому не интересно. Там за 10 лет здания это сейчас В восстановить каком оно надо. состоянии, это Ну вопрос, да. да. Ну, как бы, да, опять же, в наше время количество торговых площадей, оно, в принципе, уже вроде как всех устраивает, и вопрос, кому нужно вот в этом. Хотя там и застройка жилых домов довольно активно ведется в этом районе, поэтому жителей должно быть достаточно. Ну что ж, посмотрим, кто-нибудь купит или нет, как говорится. Тем временем наш исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин решил провести соцопрос. В соцсети Facebook он создал опрос и спрашивает у жителей Башкирии, довольны ли они качеством оказания онкологической помощи. Вариантов 2. Да, доволен, нет, недоволен. Таким образом, он предваряет этот опрос постом и говорит: каждый день мои мессенджеры в соцсетях наполняются различными личными просьбами и жалобами. Не мог не заметить, что больше половины обращений идут по поводу проблем в оказании помощи по вопросам онкологии. Люди жалуются на невозможность записаться на прием, мздоимство, невыдачу необходимых препаратов. Также буду признателен, если поделитесь своими историями негативными или, наоборот, позитивными опытами лечения у онкологов. Не смотрела сегодня с утра, сколько было там проголосовавших, но большинство все-таки, конечно, были недовольны. Если интересно вам, то можете в Фейсбуке, если у вас есть профиль в Фейсбуке, да, зайти на страницу к Максиму Забелину и оставить там свой комментарий какой-то, рассказать свою историю. Ну и от себя добавлю, что мы уже довольно-таки давно ждем Максима Забелина у нас в студии. В общем, предварительная договоренность есть, поэтому, вот, наверное, сейчас уже самое время подойти к нам и пообщаться, вот, в том числе вот на эту тему. Посмотрела сейчас, да, к сожалению, не вижу результатов, но общее количество голосов 734. Кстати, результаты будут видны, когда итоги будут подведены. Ну да. То есть в процессе только сам Тут еще 200 видит. с лишним комментариев, там много, видимо, людей жаловалось. Идель Реали о том, как в Уфе общественники выступили против установки памятника Габдулле Тукаю у татарского театра «Нур». Значит, об этом заявили представители татарской национальной интеллигенции и обратились с открытым письмом к врио главы Башкирии Радио Хабирову. Значит, инициатором письма выступила организация «Совет татарских аксакалов». Вот так она называется. По мнению представителей общественных организаций, идея установить памятник поэту у театра «Нур» не соответствует ни историческим, цитирую, ни моральным, ни эстетическим нормам. По их мнению, памятник Тукаю должен стоять на берегу реки Белой между памятниками Салавату Юлаеву и Сергею Аксакову, как, цитирую опять же, символ равенства статуса башкирской, русской и татарской национальности в Башкортостане. В письме, которое имеется в распоряжении редакции «Идель Реали», указывается, что против установки памятника на предполагаемой площадке выступает и ряд известных архитекторов. Вот, и здесь дальше приводятся высказывания нескольких экспертов. В общем, вот, видимо, значимость места, да, в данном случае имеет значение. То есть у театра «Нур» не так солидно, а вот на берегу Белой, где-то вот на прямой между вот Салаватом Юлаевым и мостом было бы самое то. А где там ставить? Там же вот овраги.
Прям возле здания правительства прям надо поставить. Точно. Ну, прям вот посередине этой площади. Постамент воздвигнуть для начала высокий. Я напомню номера для голосования: 262-72-47, номер телефона для тех, кто не столкнулся с проблемами при получении квитанции по оплате за вывоз мусора. У вас все в порядке, у вас совпадает количество прописанных, реальное количество прописанных, которые указаны в этой квитанции, нет никаких проблем, все хорошо. 262-72-48, номер телефона для тех, у кого квитанции Слушай, пришли что делать с тем, у какими-то кого не нарушениями? совпадает в сторону человека? Вот у меня меньше указано прописано. А ты знаешь, у меня наоборот получилось, что у меня родители живут в Стерлитамаке, мы с братом давно уже выписаны из этой квартиры, но получилось, что родителям принесли квитанцию, они живут вдвоем, прописаны там вдвоем, принесли за троих квитанцию. Но надо идти и говорить, что, ребята, вы не правы, потому что тут как бы немножко не то. Ну, то есть по документам же все есть. То есть только ходить, по телефону не решается? Ну, можно попробовать, но я не знаю, у нас по телефону вообще все очень сложно решать. Есть у нас еще время, хочу по поводу Медиакор сети отметить, материал у них вышел «Волшебный порошок. Как в Башкирии пациентов больниц кормят смесями вместо еды». Изначально вообще этот материал начался с того, что Азамат Галин, общественник и предприниматель, написал в своем профиле в Фейсбуке о том, что у него положили в больницу сына, и он вот увидел, как дети... Чем их кормят? Да, чем кормят детей в больнице, что эту больничную еду вообще никто не ест, питание отвратительное. В итоге детям и взрослым, которые лежат в этих больницах, просто родственники приносят еду, потому что, в общем-то, есть это невозможно. Хотя мы платим вот эти всякие пенсионные фонды и ФОМСы достаточно много. И Медиакор-сеть решила, собственно, выяснить, что происходит сейчас с больничным питанием. Выяснили они интересное. Вместо молока, например, да, настоящего, там, естественно, сухое тут есть молоко. Средства для всех случаев жизни, да, я понял. Там есть какие-то порошочки. Это прям, знаешь, как в космос отправляют. Вот, например, пишут они. Если заглянуть в медицинские справочники, легко узнать, что дисонутринор — это простая белковая смесь, предназначенная для лечебного и профилактического диетического питания. Ее употребляют при диете после операций. В составе смеси растительные жиры, белки молока, растворимые пищевые волокна, белковые компоненты. На сайте продукта сообщается, что ежедневное употребление смеси положительно воздействует на вещественный обмен, улучшает пищеварение и даже немало-немного повышает качество жизни. Вот эту смесь добавляют в любое блюдо, искусственно прибавляя ему белка за 3-5 минут до готовности. В рационе питания больных от 27 до 36 грамм. Не, ну все нормально, смотри, это оздоровление. Белка вам больше дают, мышцы будут расти крепкие. Без холестерина. Вообще, все классно. Ну, то есть и таких вот очень много сывороток и очень много всяких разных смесей, которые добавляют в больничное питание. Тут очень большой материал, много цифр, много фактов, поэтому я прям советую всем пойти я одну и цифру почитать. приведу. Давай. Себестоимость этого белкового продукта от 200 до 350 рублей за килограмм. В это же время в стационарные учреждения здравоохранения и соцзащиты их закупают от 2600 до 3000 рублей, в том числе в нашей республике. Нетрудно догадаться, о каких прибылях может идти речь. То есть помимо составляющей здоровья, да, тут еще есть финансовая составляющая, которая, возможно, кому-то попадает в карман. Здесь вот еще собеседник анонимный, конечно, но знакомый ситуации говорит, что вот поскольку, ты сказал, да, вот эти цифры, в среднем в больницах Уфы и Башкирии лежит по 600 человек в каждой больнице в день, а в больнице республики по 105. Таким образом, 63 тысячи больных находятся в больницах Башкирии ежедневно. Умножаем количество человек на 70 рублей. В итоге получаем 4 миллиона 410 тысяч рублей на одного человека по пищевой вот этой добавке. В итоге это 1 миллиард 496 миллионов 500 тысяч рублей в год. Да уж. На добавки. Ну что, будем заканчивать? Да, давай, и закончим. голосование тоже будем заканчивать. 262-72-47 номер телефона для тех, кто не столкнулся с проблемами при вывозе мусора, получении квитанции. 262-72-48 для тех, у кого проблемы с квитанциями были. 62% наших слушателей говорят, что все у них хорошо с квитанциями, это радует. 38% все-таки столкнулись с проблемами. Ну, друзья, и это довольно много. Разбирайтесь, да, звоните и пытайтесь разобраться. Ну что ж, спасибо всем, кто голосовал. А сейчас мы послушаем фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях нашего коллеги вчера был уполномоченный по правам человека в республике Рим Каюмов. Вы начали говорить о хосписах. Вот что изменится с появлением паллиативной медицины, о которой говорил недавно президент страны в своем послании в Федеральном собрании? Паллиативная медицина, она, может быть, снижает остроту отсутствия хосписов. Призыв к созданию сети хосписов становится неактуальным в стране? Сейчас я объясню. Паллиативная помощь была, она очень успешно в республике развивается, это обманчиво. Понимаете? Многие путают, что такое хоспис, что такое паллиативная помощь. Это разные вещи.
Паллиативная помощь, я объясню, оно ограничено временным промежутком. То есть человек в больнице, допустим, онкологические заболевания, который находится в последней терминальной стадии, если сказать по-русски, умирает, то есть 18-21 день. Паллиативных коек не хватает. Что же такое хоспис? Это на постоянной основе оказывается помощь не только, допустим, по снятию болевых синдромов больному, но и психологически. И не только больному, но и их родственникам. Понимаете, в наш адрес поступают просьбы от родственников таких больных, чтобы именно... Понимаете, сейчас вы посмотрите, вот и на рынке труда все занято. Люди просто из-за трудовой занятости не могут. И это же постоянный уход нужен. Понимаете, в терминальной стадии человек умирает уже. И мы, конечно, должны бы обеспечить качество жизни до конца. И вот ситуация такая, если хоспис был бы, да, допустим, у нас в республике, вопросов не было. Это буквально мы на той неделе, у нас встреча была рабочая руководитель администрации главы республики Усидякина Александр Геннадьевич, где на совещании присутствовал вице-премьер Иванова Лена Рахакимовна, исполняющий обязанности Забелин и представитель здравоохранения, да. И там принято решение, буквально на сжатые сроки, в течение 2 недель проработать эти вопросы, подыскать помещение, либо землю, подставлять свой хоспис на начало, хотя в городе Уфе. У нас вот в том кусту, допустим, в Абзелилово, у нас есть же опыт это колоссальный. Значит, было в Абзелильском районе, деревня Салават, было хоспис имени профессора Хидиатова на 35 койко-мест. Оно сейчас работает как в режиме отделения паллиативной помощи. Буквально вот перед поездкой к вам, вот мне обратились в госсобрание депутатов, 20 марта планируется смотреть именно вот эти вопросы по созданию хосписов, то есть уже на уровне депутатского корпуса, круглый стол. Это вопрос очень злободневный. Об этом я, честно вам скажу, я 9 лет говорю. 9. Я думаю, что это с мертвой точки сдвигается, и хоспис будет у нас. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. Напомню, что вчера у Азамата Саитова был Рим Каюмов, полномочный по правам человека, вновь избранный на эту должность буквально на днях. Полностью этот эфир можете посмотреть и послушать на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программы», а также на... Где еще? В Ютубе. В Ютубе и на Фейсбуке, да. Вот. А мы будем менять тему сейчас и голосовать. Но послушаем для начала, да? Давайте сначала поставим фрагмент, а потом поясним, что к чему, и будем голосовать. Пользуясь случаем, я хотел всех наших дорогих женщин, которые в том числе здесь сидят, нас слушают по видеоконференц-связи, я хотел поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, благополучия, ну и, конечно, вас всех поблагодарить, что вы наш сложный мужской мир украшаете вашим твердым присутствием, вашей нежностью и заботой о нас. С праздником вас. Спасибо. Это был Ради Хабиров. Вчера на оперативном совещании в правительстве решил 4 марта поздравить с 8 марта жительниц Башкирии и своих сотрудниц, видимо. Все бы ничего, но это поздравление вызвало довольно нешуточные споры в соцсетях. В чем это все заключалось? Феминистки, уже смешно, простите, феминистки решили, что это очень оскорбительное поздравление. Вот прям очень оскорбительное. В чем недовольство их? В том, что Ради Хабиров назвал мир мужским, а женщин в этом мире украшением. Естественно, феминисткам это не нравится. Они считают, что мир не мужской, мир не имеет пола, он как бы и для мужчин, и для женщин, потому что... В общем-то, у нас достаточно такой равный баланс, да, между мужчинами и женщинами на Земле, во-первых. А во-вторых, женщина — это не украшение. Женщина — это человек самостоятельный, свободный, с теми же правами, обязанностями. В общем-то, совершенно полноценная личность. Собственно, равно как и мужчина. Кристина Абрамичева, пост, который опубликован у нас на сайте hmskaufa.ru, вот в частности пишет: кто-нибудь научите политиков произносить речи, которые не унижают женщин, и заодно расскажите, что женский мир не вертится вокруг их мужского эго и не существует исключительно ради него. Угу. Ну, как говорится, что тут скажешь, да? Наверное, голосовать надо сразу, потому что как бы здесь добавить, наверное, нечего уже. Друзья, вот мы сейчас вам поставили этот отрывок речи, да, собственно, это поздравление. Вас что-нибудь в нем оскорбило? Вот давайте так, вот обидно вам было слушать такое, да, про мужской мир, про украшения. 262-72-47, да, вас это оскорбляет, это неуважение к женщине, это... плохо, Радию Хабирову нельзя так делать. Дискриминация по половому признаку. Да, это дискриминация, абсолютно. 262-72-47. 262-72-48. Что вообще произошло, да? Типа, поздравил человек с 8 марта, как бы все нормально. Я украшение, мне нравится, что меня называют украшением. Я девочка, я не хочу ничего решать. 262-72-48, вас это не оскорбило. Голосование. Процесс пошел. Итак, послушав вот это вот поздравление Радия Хабирова с 8 марта, вы оскорбились. 262-72-47. Вас это оскорбляет. Это недостойно. Так делать нельзя. Нельзя называть женщину украшением мужского мира.
в общем-то, мир не мужской, он для всех, и женщина никакое не украшение, женщина такой же полноценный участник всех этих процессов. 262-72-47. 262-72-48. Да, нет, наоборот, да? Да, оскорбляет первый вариант. Да, оскорбляет первый вариант, 262-72-48, нет, вас это ничего не оскорбило, вообще, это смешно, да, у нас что, проблем других нет. Ну, то есть нормальное поздравление, красиво, да, вот вы украшение, как такой цветочек. Нас Всё в хорошо. школе так учили на 8 марта поздравлять девочек, на 23 февраля мальчиков, и ничего в этом странного нет. И действительно всегда вот эти формулировки использовались. Ну что вы пристали, да? Ну, давай, наверное, процитируем еще несколько высказываний. Тансулпан Буракаева, которая также известна, в общем, в феминистических кругах, пишет тоже свой пост. Как это правильно сказать, режиссерка? Да, абсолютно правильно. Нет, режиссер. Извините, Во я не люблю фразе «Вы украшаете феминитивы. наш сложный мужской мир» в исполнении нашего Врио содержатся сразу две ошибки, пишет она. Во-первых, мир не мужской, потому что половину в нем составляют женщины. Во-вторых, женщины не украшение, а по крайней мере половина его электората на предстоящих выборах. Хабиров позиционирует себя как человек передовых мыслей, так зачем следовать риторике уходящего, очень надеюсь, поколения в лице Путина, который то же самое повторяет Куда из это года оно в год. уходит-то? Еще Владимир Владимирович 5 лет, как вечен. минимум. Алло, вы 5 что? лет — это тоже целая жизнь, даже если предположить, что он уйдет в 2024 году. И, кстати, разве он повторяет такие вещи? Я, если честно, не вспомню. Или это все-таки за Я ним тоже? не слежу за речами Владимира Путина, извините. Я только смотрю прямые эфиры, прямые эти линии. 262-72-47. Да, вас оскорбило обращение вот это Радия Хабирова, это поздравление. Вы считаете, что нельзя говорить про мужской мир, да, нужно говорить про мир общий для мужчин и для женщин. Женщина никакое вам там не украшение. Вообще, что это за такие ужасные поздравления? Вообще, 8 марта на самом деле не про то, да, не надо там все вот эти вот ваши цветочки себе оставьте. 262-72-47. 262-72-48, вы вообще ничего крамольного в этом не услышали, нормальное поздравление, красивое, да, вам понравилось даже, возможно, вам нравится, что, если вы женщина, вам нравится, что вас считают украшением мира. А мужской он или женский, ну, это уж там сам решает каждый для себя. Я напомню, давайте номер еще раз для смс-ок, +7 927 304 10 51. Если у вас есть соображения по этому поводу, вы, кстати, можете нам его прислать. Ну, слушай, я вот как девочка скажу, да, меня не оскорбило это. Я, наверное, очень плохая феминистка, наверное, даже я совсем не феминистка, мне даже не стыдно в этом признаваться. Меня вот вообще ничего не оскорбило. Ну, мужской мир, не мужской мир, господи, ну, сказал и сказал, да. Ну, послушала, там, сказала спасибо, пошла дальше. Ну, я, наверное, с тобой согласен, хотя я должен топить за противоположный вариант, но при всем желании, к сожалению, не получается. Ну что, подводим итоги? Давай. Нажимаем на кнопочку «Стоп». 28% наших слушателей оскорбились, 72% не оскорбились. Мы уходим на рекламу, после нее вернемся с гостями. Семь часов 30 минут в Москве. Новости. Окружной суд Токио решил удовлетворить запрос адвокатов экс-главы Альянса Renault Nissan Mitsubishi Карлоса Гона на его освобождение под залог. Как передает NHK, залог составит 1 миллиард йен, это почти 9 миллионов долларов. Отмечается, что экс-главу Альянса могут отпустить уже в течение дня. К настоящему времени он находится под стражей 107 дней. Гон и бывший член Совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Разработанная Роскосмосом концепция новой российской сверхтяжелой ракеты не нашла поддержки в правительстве. Проект будет пересмотрен. Об этом РИА сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Другой источник сообщил, что концепцию сверхтяжелой ракеты вернули на доработку в связи с тем, что проект не был увязан с разрабатывающейся программой исследования освоения Луны на длительный срок, а предполагал программу полетов ракеты к Луне только на ближайшие 5-7 лет. Евросоюз нуждается в коллективных решениях в сфере обороны. Об этом в статье для ведущих европейских СМИ пишет президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, в ЕС назрела необходимость создания единого Совета Безопасности при участии Британии, хотя она и покидает Евросоюз. Предполагается, что такой совет будет работать в координации с НАТО на основе договора об обороне и безопасности.
Петербурге. Губернатор Магаданской области подписал соглашение с байкерским клубом «Ночные волки». Байкеры Александра Залдостанова будут заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Как сообщается на сайте областной администрации, соглашение предполагает организацию на базе «Ночных волков» в Крыму с уроков патриотизма. В январе губернатор Сергей Носов в интервью писателю Проханову заявил, что СССР никогда не уничтожали за инакомыслие, а Сергей Королев на Колымене золото добывал и работал в своем направлении. В Петербурге сегодня простятся с нобелевским лауреатом Жаресом Алферовым. Жарес Алферов обладал такой степенью увлеченности своим делом, которая позволила ему стать великим человеком. Об этом говорил ранее президент Российской академии наук Владимир Фортов. Это очень большая утрата, невосполнимая для нашей науки. Он сделал выдающиеся открытия в многих областях. Он обладал ярким талантом лектора. Он был увлечен наукой абсолютно. Все время думал об этом, все время у него были идеи, он все время какие-то новые вещи предлагал. И вот эта юношеская его увлеченность своим делом, которое он пронесет всю жизнь, будет очень сильное впечатление. Похоронят академика на кладбище в Комарове. Доллар на сегодня 65.80, евро 74.74. В Москве сейчас +2, днем до 5 градусов тепла. Ожидаются дожди. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. 20 марта. Music Hall 27. Звезда мировых джазовых фестивалей. Музыкальное достояние Грузии. Искренняя и непревзойденная Нино Катамадзе. Юбилейная программа «20 лет музыки». Билеты на musichall27.ru и кассир.ру. Возрастное ограничение 12+. В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10 280 10. Застройщик ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. По средам после 13 часов на Эхе Москвы в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Москвы в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Рамилю Гарифуллину продлили арест на 3 месяца. Теперь бывший прокурор Советского района Уфы останется под стражей до 11 июня. Как сообщает медиакорсеть, Гарифуллин в своем выступлении в Ленинском районном суде просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Кроме того, он заявил, что его, цитирую, «вынуждают оговорить сотрудников прокуратуры», однако его доводы никем не воспринимаются, а жалобы не рассматриваются. Также экс-прокурор обратил внимание, что другой обвиняемый по делу, Вадим Рамазанов, находится под подпиской о невыезде. И, несмотря на заявление Гарифуллина о совершенных им преступлениях совместно с судьями арбитражного суда, уголовные дела в его отношении не возбуждаются. Свою вину в получении взятки он не признал. Напомню, Гарифуллина подозревают в получении взятки в размере более 5,5 миллионов рублей. Он был задержан в собственном кабинете сотрудниками управления ФСБ по республике. По версии следствия, взятку ему передал депутат Горсовета Уфы Вадим Рамазанов за помощь в арбитражном суде одному из бизнесменов. Октябрьский районный суд Уфы приступил к рассмотрению дела владельца ПСК-6 Андрея Носкова. Депутату Горсовета Уфы инкриминируют неисполнение договора развития застроенной территории, ограниченной улицами 50 лет СССР, Комсомольской, Рязанской и проспектом Октября, и получение вне торгов от городских властей участка без обременений в том же квартале под высотную застройку.
Как сообщает «Коммерсант», по договору развития застроенной территории компания «Колорит», принадлежащая Носкову, должна была до 2013 года расселить жильцов аварийных двухэтажных домов в этом квартале, а на их месте построить новые высотные. По версии следствия, «Колорит» расселение не провел. Вместо этого безвозмездно получил у мэрии право аренды свободных от обременения участков. Ущерб бюджету в Следственном комитете оценивали в сумму более 117 миллионов рублей. Вчера на судебном процессе государственный обвинитель зачитывал материалы уголовного дела. Слушание дела продолжится 15 марта. Заместитель министра культуры Башкирии назначен начальником управления культуры и искусства Уфы. О кадровых перестановках в мэрии города сообщил глава администрации Ульфат Мустафин сегодня на оперативном совещании. Кресло Исламиддина Мамбетова, которого на прошлой неделе проводили на заслуженный отдых, занял Шамиль Абдраков. Ульфат Мустафин пояснил, что давно знает Шамиля Абдракова и сам пригласил его на работу в администрацию города. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе переменная облачность, слабый ветер без осадков, температура воздуха от -2 до -6 градусов. Сейчас за окнами ясно, 6 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот. Руслан Валиев, Елена Черкова, +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграм. Не забывайте подписываться, пожалуйста. Я представляю наших гостей. У нас сегодня начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ города Уфы Андрей Бычков. Добрый день. И замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Ильнур Идиатуллин. Здравствуйте. Доброе утро. Зима, несмотря на то, что заканчивается, тема снега все еще актуальна. Март у нас, как правило, один из самых сложных месяцев, и поэтому первый вопрос такой. В этом году наблюдатели отмечают, что с дорогами более-менее нормально, да, с проезжими частями, а во дворах просто караул. Почему? Кому вопрос, кстати? Вопрос это мне относится к жилищному хозяйству. Во-первых, хочу сказать, что да, февраль отмечался обильными снегопадами. Толщина снежного покрова достигает 30 и более сантиметров. Наибольшие проблемы очистки снега во дворах – это припаркованные автомобили. Несмотря на то, что ежедневно работает более 160 единиц техники и порядка 1200-1300 человек на очистке территории, проблемы со дворами немного остается. Работы во дворах начинаются у нас с 5 часов утра, техника работает, с 6 часов начинают работать дворники. Во время снегопадов и после снегопада это продленный рабочий день. Техника работает у нас до 10 вечера, продленный рабочий день. То есть вопросов по уборке дворов много. Скажите, а почему ситуация отличается? Вот все-таки есть дворы, где наблюдатели говорят, что у нас удивительно, да, асфальт очистят. А есть дворы, где вот я сам могу свидетельствовать, трактор ни разу не заезжал за всю зиму. По управлению жилищного хозяйства, то есть по 8 большим управляющим компаниям, чтобы трактор не заехал ни одного раза, к сожалению, таких случаев не должно быть, потому что наряду с ежедневной очисткой дворов 4-й год подряд работает пилотный проект, это комплексная очистка дворов. График комплексной очистки дворов разрабатываются управляющими компаниями и заранее размещаются на сайтах управляющих организаций, на сайтах МБУ ЖХ города Уфы и на сайтах городского округа. Также о графиках комплексной очистки дворов освещаются, непосредственно также на досках объявлений, на информационных стендах и председателя совета многоквартирных домов. То есть эти графики соблюдаются.
Я еще раз говорю, наибольшие трудности в очистке дворов — это припаркованные автомобили. Многие жители на сайт смотрят, конечно, убирают, заранее предупреждают с председателем совета домов, убирают автомобили. Но есть нерадивые жители, которым, как сказать, трын-трава, мой автомобиль, где хочу, там его припаркую. А за управляющими компаниями есть какой-то контроль? Все-таки, да, вот если я конкретно свой пример могу привести, вот дома на Бакалинской, там 19, 21, 25, Солнечный, да, там, ну, конь не валялся, если честно. Может быть, там трактор один раз и появлялся, но, в принципе, там вот как был снег накоплен, так и есть. Кто за это отвечает в конечном итоге? Значит, за работой управляющих организаций у ЖКХ районов города Уфы контроль осуществляет Управление жилищного хозяйства города Уфы, а за частными управляющими организациями типа ТСЖ и всего прочее контроль осуществляет муниципальный жилищный контроль. То есть все вопросы, если уборки дворов не производятся, можете обратиться как в муниципальный жилищный контроль, так и в отдел коммунального хозяйства администрации района. Ну, естественно, те дворы, которые обслуживаются и находятся в управлении УЖХ районов, это УЖХ районов. Если также работа не поставлена на пятерочку, то можно обратиться в управление жилищного хозяйства города Уфы. Вот еще есть вопрос по поводу тоже уборки снега во дворах. Есть достаточно много уже жалоб, когда снег вроде как счистили, до асфальта все расчистили, приехал грузовик, это все сгрузили в него, а потом вот эту же кучу снега, которую во дворе расчистили, оставили буквально где-то вот рядом с домами. То есть, например, в моем собственном дворе такая же история. У нас огромные эти кучи снега. Там, я понимаю, там детям это, конечно, очень радостно и здорово по ним лазать. Но в итоге его никуда не вывозят. Правильно ли это вообще? Да? Кто за это должен отвечать? Кто это должен контролировать? Как с этим бороться? И почему, собственно, снег не вывозят из кварталов? Снег вывозят с кварталов. Ну, я вот так скажу, значит, за зимний период 2018-2019 года с кварталов было вывезено ни много ни мало, на сегодняшний день это 17 490 кубических метров снега. Снег вывозиться должен только на разрешенные снежные полигоны районов. Ни в коем случае вывоз снега во дворах. То есть это нарушение конкретного исполнителя. Конкретное нарушение, да. Если, но допускается также складирование снега во дворах, если он не мешает движению транспорта, и на зеленые насаждения, к сожалению, нельзя складировать снег. Ну вот в нашем случае как раз туда. А сколько вообще в городе у нас вот этих пунктов, куда нужно вывозить снег? Справляются ли они вообще с этими объемами? Тем более вы говорите, что в феврале достаточно было снежно. Ну, в каждом районе организованы снежные полигоны, это разрешенные снежные полигоны. То есть снег вывозится не только со дворов, также снег вывозится и с городских улиц на эти полигоны. Вот вы говорите, что о проблемах, нарушениях нужно сообщать. Куда лучше всего обращаться гражданам? Сейчас какие варианты? Да? Есть диспетчер там в ЖЭКе, да, грубо говоря. Есть система инцидент, в конце концов, на другом конце, да, вот этой вот кривой. В соцсетях можно писать. Куда эффективнее всего и быстрее всего? Ну, в первую очередь, я рекомендую обратиться в обслуживающую организацию, в управляющую организацию, у которой с жителями заключен договор на обслуживание и управление жилого дома. Также они имеют полное право обратиться в вышестоящую организацию, как-то в администрацию города, в администрацию района, ну и, естественно, это в МБУ ЖКХ города Уфы. Все вопросы по очистке дворов держатся на контроле, тот же инцидент, тоже все держится на контроле, все вопросы снимаются. Скажите, что изменилось в этом году после внедрения системы инцидент? Скорость реагирования стала быстрее, может быть, или наоборот стало сложнее работать, слишком много стало заявок? Давайте я отвечу на этот вопрос, если можно. Значит, по сути, у нас очень много ресурсов создано в городе, которые позволяют гражданам обратиться к органам власти. То есть это и электронная приемная, это и горячий пейджер. Инцидент — это, так скажем, это программа, которая перехватывает с этих ресурсов обращения, и она позволила в более короткие сроки реагировать. То есть в своем роде, так скажем, это онлайн-общение с горожанами. То есть в таком формате. Ну, то есть количество обращений благодаря этому стало больше? Ну, обращений стало больше, трудно сказать, что они и были, эти обращения. То есть суть то, что просто это одна программа стала с ряда источников перехватывать, и основной львиной доли, да, на сегодняшний день как бы обращения идут по системе инцидент, по программе. В связи с тем, что дворы нечищены, возникают сложности, да, часто люди там застревают на автомобилях и иногда даже получают материальный ущерб, да, там вот в моем конкретном случае случилось вот здесь буквально во дворе. За это кто-то отвечает, нет?
То есть снег был не убран, возникла колея, жесткий такой снежный накат, и просто на ровном месте, без ДТП, да, машина пострадала. В этом случае граждане могут как-то рассчитывать на компенсацию от тех, кто за это отвечает, за эту конкретную территорию? Ну, это, если касаемо проезжих частей, то, соответственно, в любом случае это должно быть подтверждено документами. То бишь, если транспортное средство получило повреждение, необходимо это оформить в органах ГИБДД, там, где обозначается сотрудниками состояние проезжей части, в каком состоянии, то есть оно... То есть проезжая часть во дворах в том числе? Ну, в том числе, проезд. Да. Так, ага, дальше? Ну, по случаям, которые вы сейчас сказали, за зимний период 2018-2019 год у нас не поступали такие обращения от автовладельцев. Но хочу сказать, что уборка придомовой территории начинается с уборки въездов. Прекрасно знаете, что в ночной период вторая смена работает у нас коммунальные службы, то есть дороги чистые. С утра уборка начинается с уборки въезда, чтобы автомобили могли беспрепятственно преодолеть вал. Затем идет очистка пешеходных тротуаров, чтобы жители могли беспрепятственно добраться до пунктов общественной остановки и беспрепятственно доехать до работы. А затем, согласно маршрутных карт, идет работа во дворах. Это очистка крылец, очистка подходов и, естественно, проезжей части дороги. Скажите, а количество дворников в Уфе на сегодняшний день достаточно? Штат укомплектован или есть дефицит? Ну, есть небольшой дефицит, поэтому в помощь дворников ежедневно привлекаются рабочие управляющих, обслуживающих организаций. Вот в общей сложности, я говорю, ежедневно на работе дворов у нас порядка 1200-1300 человек. У нас вопрос есть от слушателя как раз про дворников. Обязаны ли дворники, помимо пешеходных тротуаров во дворах, очищать от снега проезжую часть, а также пространство между припаркованными автомобилями? Если обязаны, почему они этого не делают? Делают. Но проблема какая? Я еще раз говорю, это проблема паркованных автомобилей. Вот представляете, автомобили стоят вплотную, даже двери иногда открыть невозможно. А дворник, естественно, технику туда не загонишь большую. Как-то МТЗ, у нас техника ДТ-75, малогабаритная техника. Поэтому возможно, что без повреждения машин приходится очищать вручную. Но если машины стоят плотно, то также во избежание повреждения дорогостоящих лопатой машин. Тоже иногда не пролезет. Конечно. Я говорю, по утрам вот трактор выезжает в 5 часов, он может только в один след проехать, и все. Выталкивать некуда, машины стоят. Очень большая проблема. Вот не дал ты мне задать вопрос как раз по поводу каких-то происшествий, если вдруг там машина повреждена. Нужно на месте это все начинать? Или спустя время какое-то тоже можно, там, не знаю, позвонить в ту же полицию, позвонить в ту же управляющую компанию и сказать, вот у меня там, не знаю, крыло помялось или там еще что-то случилось из-за того, что снег не убирали. Или надо, не отходя от кассы, прям на месте этим заниматься? Естественно, надо заниматься на месте, чтобы факт повреждения был подтвержден органами ГИБДД. Скажите, вот много довольно говорится, да, руководством региона, что вот надо заниматься этой проблемой, технику закупайте и так далее. Есть ли конкретная статистика, что вот этой зимой изменилось в Уфе по сравнению с прошлой? Если изменилось, конечно, стало там, тракторов больше на энное количество, дворников стало больше, или в принципе справляемся теми же силами? Ну, здесь я еще раз подключусь, значит, отвечу на вопрос. Действительно, есть сложности с техникой. На сегодняшний день есть конкретные результаты, то есть на очистке городских улиц сегодня уже задействовано 39 единиц новой дорожно-специализированной техники. Это для улиц именно? Это для улиц, да. Также, значит, сегодня уже ведется работа по подготовке содержания улично-дорожной сети в летний период, то есть на сегодняшний день подготавливаются конкурсные документации по приобретению еще 22 единиц новой техники, помимо 39, которые уже в работе у нас. Акцент при выборе техники, конечно же, отдается, чтобы эта техника была задействована круглогодично. То есть, будем говорить, чтобы летом она работала в формате обеспыливания, мойки дорог, пылесосы, и в то же время эта же техника зимой могла работать с отвалом на очистке дорог. А вот грейдеры поступили, они же ведь только на зиму, по-моему, или я ошибаюсь? Ну, ошибаетесь. Есть еще понятие летнее содержание, то есть у нас в городе достаточно большое количество улиц частного сектора.
так скажем, без твердого покрытия. И данная техника, она, безусловно, будет задействована на градирование данных участков, планировки. Игорь Килалов в прошлом году говорил, что не хватает денег на уборку, в том числе улицы, и зимой, и на уборку снега, поэтому в Уфе такие проблемы. В этом году что-то изменилось, финансирование прибавилось или осталось прежним, но что-то поменялось в другом? Ну, я только что ответил на это. Но помимо техники-то ведь еще нужны деньги, тем же дворникам надо платить. Вот у нас вопрос, кстати, по поводу дворников, да, ты уже спросил, но все-таки слушатели наши повторно его присылают, не хватает дворников, не видят они их по сути, и почему нет, и сколько денег им платят, интересуются. Какие зарплаты у дворников? Ну, это коллега, наверное, ответит. Ну, я начну с техники. Значит, техника также пришла и в жилищные хозяйства. В управляющей организации УЖК районов получили новую технику. Это многофункциональный погрузчик JCB и бобкапы. Это малогабаритная техника. Наряду с МКСМ-ками очень удобная для работы во дворах. Она, во-первых, может не только снег толкать, также может грузить снег, выталкивать на расстояние. Очень удобно для очистки дворов, парковочных карманов, пешеходных тротуаров, подходов к подъезду. То есть замещение дворников есть у нас. Но хотелось бы, конечно, чтобы техники такой было как можно больше в жилищных предприятиях. Надеемся на лучшее. Угу. Смотрите, многие улицы, да, как бы у нас сейчас имеют сформированные такие большие снежные отвалы, там, высотой 2 и более метров. Вот сейчас снег начнет таять, как-то с ними планируется работать, или они естественным путем будут постепенно оттаивать и там в середине апреля исчезнут? Давайте отвечу еще раз. Давайте начнем с статистики, так начнем. У нас на сегодняшний день в городе Уфа 1747 улиц, общей протяженностью более 1500 километров. Значит, площадь, на которой осуществляется очистка, это порядка 13 миллионов квадратных метров. Это именно проезжей части. Тут еще необходимо отметить пешеходные зоны, то есть площадь пешеходных зон, тротуары, парки, скверы, которые тоже содержатся, тоже очищаются ежедневно. И даже более того, в круглосуточном режиме это порядка 2 миллионов квадратных метров. Вопрос сегодня есть. Очень большое складирование на прикромочной части снега. Конечно же, эта работа уже ведется, она будет продолжена. Более того, мы сегодня, значит, обратились в муниципальные предприятия по содержанию первоочередно выполнить эти работы на участках, где у нас организована система инженерных сетей ливневой канализации. То есть мы четко понимаем, что март месяц у нас он будет переход нуля. То есть дневное время суток мы будем плюсовую температуру, ночное время. То есть нам нужно обеспечить отвод воды с проезжих частей. То есть эти мероприятия нам как позволят, как и увеличение срока эксплуатации асфальтобетонного покрытия, а также оно не даст образованию наледи на проезжей части в ночное время суток, когда наступит минусовая температура. То есть, если даже открыть официальный сайт города Уфы, то есть за сегодняшнюю только ночь, смену, с города Уфы вывезено 21,5 тысячи кубов снега. Вообще в общей сложности по городу Уфе за вот осенне-зимний период 18-19 года у нас уже вывезено более 2 миллионов кубических кубов снега. Это больше, чем в прошлом году? Конечно. В прошлом году это составило 700 тысяч. 700 тысяч. Скажите, а вот ямочный ремонт дорог, это вам можно этот вопрос адресовать? Да. Потому что уже стали возникать, но пока работ не видно. Когда планируется начало? Значит, на сегодняшний день у нас содержание улично-дорожной сети выполняется 7 муниципальными предприятиями по территориальной принадлежности. Это по границам районов, 7 районов, соответственно, города. Эта работа ведется. Из 7 муниципальных предприятий, у 5 муниципальных предприятий договорные отношения на сегодняшний день на приобретение литой асфальтобетонной смеси и горячей смеси уже заключены, а по 2 муниципальным предприятиям в работе. То есть эта работа ведется, мы готовимся, то есть четко понимаем, что сегодня мы боремся со снегом, буквально 2-3 недели мы начнем бороться с ямами. Слушайте, есть еще вопрос по поводу очистки снега с крыш. Вот буквально вчера или позавчера, да, рядом с нами на Карла Маркса старый дом, вот эти старые казармы, вот буквально вот здесь. Людей эвакуировали, здесь нет, людей не эвакуировали, люди жаловались на то, что из-за огромного количества снега на доме начала проседать крыша. Там приехал МЧС, начали этот снег сбивать.
Проблема в том, что этот дом, как нам пояснили, не стоит на учете ни у какой управляющей компании. Он принадлежит Министерству обороны. Много ли таких проблем в Уфе? Много ли таких неучтенных, так скажем, домов, да, у которых нет управляющей компании, в результате происходит вот такая ситуация? И кто в итоге должен отвечать за это? Да. Ну, по очистке кровли от снежных масс, я скажу так, значит, на сегодняшний день в управляющих организациях Ужского района города Уфы скатных кровель это количество 2832 кровли. Ежедневно на очистке скатных кровель работает порядка 130-140 бригад. Это как бригады, организованные Дом управления кровельщиков, так и бригады привлеченных сторонних организаций. Я сразу скажу, что на кровлю подняться каждому нельзя, потому что должен быть специальный человек, обученный человек, прошедший медицинское освидетельствование. Вот. Очистка кровли производится ежедневно. В феврале месяце началась полная очистка кровли от снега и наледи. И наряду с полной очисткой ежедневно идет очистка от наледи, сосулек. Наибольшее количество трудностей тут же представляют у нас это внизу припаркованные автомобили. Зачастую, опять же, с этим автомобилем, зачастую автовладельцы не убирают машины, несмотря на объявления. И наряду с полной очисткой кровли, с очисткой кровли от сосулек и наледи, ежедневно идет работа с самовольно возведенными надбалконными козырьками. И в городе Уфе ни много ни мало, на сегодняшний день это 12 800 надбалконных козырьков, где тоже большое количество снега и наледи. Несмотря на то, что вот в осенний период всем собственникам, которые имеют эти козырьки, выдано предписание, предупреждение, чтобы они обеспечивали очистку, зачастую приходится работать непосредственно домуправлением. Тоже очень большое отвлечение. Также на очистке кровли применяются гидроподъемники в тех местах, где нет возможности подняться на кровлю. Сосульки сшибают, свесы сшибают, а также убирают водоприемные воронки. Работа по очистке кровли ведется ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Но все-таки ситуация вот эта с домом, который стоит без управляющей компании, происходят вот такие вот вещи, да, когда снега там почти 1,5 метра на крыше. С этим как быть? Много ли таких случаев в Уфе? И знаете ли вообще про ситуацию с Карлом Маркс с этим домом 55/1? Карла Маркс 55/1 ситуацию, к сожалению, я не знаю. Давайте я уточню, все-таки кто ее обслуживает этих жителей, извините. Хорошо. Тогда вот еще какой вопрос по поводу того, что мешает, вы говорите, да? Заборы у нас вдоль улиц везде построены, да, и, в общем, Павел Качкаев, бывший глава города, вот высказывал мнение в прошлом году еще, что, на его взгляд, это очень сильно будет мешать уборке снега. Вы можете подтвердить, что действительно эти металлические ограждения, они лишние? Здесь я отвечу, значит, мероприятия по устройству ограждений вдоль проезжих частей, они выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». То есть вообще мы помним, да, что целью проекта у нас является это снижение очагов аварийности и снижение смертности на дорогах. То есть данные мероприятия, они предназначены для того, чтобы ограничить доступ пешеходов на проезжую часть на необорудованных местах. У нас 20 секунд уборки снега, это мешает? Действительно, это препятствует, но снег вывозится. Еще раз скажем, есть трудности, что уже не получается нарезать где-то полки, то есть приходится вынужденно складировать вал и в последующем ввозить его. Ну что ж, благодарим наших гостей, начальника отдела жилищного хозяйства УЖХ Уфы Андрея Бычкова и замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Ильнура Идиатуллина. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. До новых встреч. Пока.